Магомед Нальгиев фермерским хозяйством занимается с 95-го года. На тот момент его планы были сконцентрированы на овощеводстве. Построил теплицу и ухаживал за растениями вместе с дочерьми. Годы шли, подсобное хозяйство Магомеда разрослось. Но как дочери вышли замуж, огород отошел на второй план, а Магомед решил заняться животноводством. В планах была покупка нескольких голов крупно- и мелкорогатого скота, но денег на все не хватало. Услышал о программе «Агростартап», которую реализуют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Узнав о грантовой поддержке, Магомед тоже решил поучаствовать. Комиссия идею одобрила, ему помогли с софинансированием деятельности. Грант Dik doğanda o içeri etmesin içat o sigir granta dik doğanda çarşur doğalı leldi wigat nerede attadı hans is parva dayuli bizim batkhadal endali dik doğanda ya kalır der patigon kuda doğaşı is parva hans dayuli hans dahu no osta dedde ensu hans dadudi الخوزقي دوقع غلط حادية صادوات 30 بيجن ليل دي الدولج حمدي بيزم بس. Желающих начать собственное дело в сфере сельского хозяйства в Ингушетии оказалось немало. Всего в этом году было подано 276 заявок. Кто-то планировал приобрести участок, другие – посадочные материалы, а некоторые, как Магомед, хотели приобрести животных. На республику для реализации программы с федерального бюджета было выделено 52 миллиона рублей. Всего планировалось отобрать 20 предпринимателей. Но так как заявок было очень много, комиссия Минсельхоза решила увеличить число грантополучателей в 5 раз. Все те, кто получил грант, теперь обязан вести фермерскую деятельность в течение 5 лет, отчитываясь о своих результатах в Минсельхозе Ингушетии. Вы знаете, что очень большое внимание уделяется руководством, особенно главой республики, именно сельскому хозяйству. Любое совещание, которое он проводит, обязательно акцентирует именно работу Министерства сельского хозяйства. Все грантополучатели, а их 102 человека, в полном объеме получили всю необходимую финансовую поддержку. Им осталось только заниматься своим любимым делом. А те, кто хочет заняться фермерским хозяйством, но не имеет возможности, могут уже в следующем году подать заявки на грантовую помощь. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.